Из книги Абдурахмана Авторханова «Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Город Мюнхен. Свободный Кавказ. 1952 год». Глава 7. НКВД создает националистический центр Чечни. Почти с предначертанной аккуратностью в горах Чечни происходили каждой весной крестьянские восстания, а партизанское движение было явлением перманентным. На эти восстания народ толкался не только постоянной волей к национальной свободе, но и чисто провокационными трюками самих чекистов. В старой царской системе братья-манатов, заложников, для принуждения бандитов к сдаче чекисты прибегали постоянно и в более широком масштабе. Но старая кавказская администрация аманатов отпускала на волю, как только являлся преследуемый бандит. Однако в истории советской Чечено-Ингушетии не было ни одного случая, чтобы при явке бандита были бы освобождены аманаты. Добровольно явившийся бандит, вопреки торжественному обещанию сохранить ему жизнь, расстреливался, а аманаты ссылались в Сибирь, в том числе женщины и дети. Обман был правилом, благородство – исключением во всех действиях чекистских вершителей судеб чечено-ингушского народа. Поэтому советской власти просто перестали верить. Брешет как советская власть, так приблизительно гласит в переводе одна из чеченских поговорок. Но обман, давно превратившийся было во вторую натуру советского режима, подрывал лишь доверие к этому режиму, и поэтому был куда более терпимым злом, чем сознательная система провокаций чекистов, которые легко поддавались чеченцы и ингуши в силу и ряда специфических национально-бытовых и религиозных условий. Постановлением областного комитета партии, во главе которого стоял москвич Егоров, было решено организовать свиноводческую ферму в горном ауле Дарго. Настойчивые советы его чечено-ингушских коллег не делать этого, ибо это вызовет возмущение фанатичных чеченцев. Чеченцы и ингуши, как магометяне, не едят свинины, не возымели действия. Егоров, наоборот, обвинил своих коллег в националистических предрассудках. Если чеченцы не едят свинины, тем лучше для самих свиней, не будут красть, пояснил Егоров своим коллегам по областному комитету. Свиноводческая ферма была организована, и она просуществовала ровно один день. Днем привезли свиней, ночью чеченцы их закололи. Конечно, при этом не украли ни одной свиньи. Психологические действия этих чеченцев были легко объяснимы. Завозом свиней в магометянское село, жители которого никогда их не видели ранее, власть совершила, по их мнению, величайшее святотатство. Больше свиней в горы не завозили, но зато вместо заколотых что-то около 10 свиноматок из Дарго НКВД вывез до 30 бандитов для отправки в Сибирь. В подобных случаях тупоумной провокации советская действительность в Чечено-Ингушетии знает сотни и тысячи. Но жертвой мелкой и крупной провокации НКВД до сих пор становился только аул. Правда, многие из интеллигентов старой школы, которые могли оказаться опасны для советской власти в Чечне, были давно высланы с Кавказа. Бывший член Госдумы Эльдарханов, член Московской коллегии защитников Мутушев, инженер Курумов, братья Мациевы. Другая часть чечено-ингушской интеллигенции, потерпев поражение в открытой войне с советской властью, уехала за границу в эмиграцию. Бывший президент Республики Горцев Кавказа Топа Чермоев, бывший председатель парламента Васан Гирей Джабаги, председатель Чеченского национального совета Ибрагим Чуликов, генерал Сафарби Мальсагов, командир ингушской части ротмистр Сазырка Мальсаго и другие. Но остались еще и другие, которые, хотя и признали советскую власть, а некоторые даже имели и коммунистические партийные билеты, но не пользовались доверием власти, то есть НКВД. Логика чекистов подсказывала, что виновников и организаторов всех антисоветских восстаний надо искать в каком-то едином националистическом центре, куда, несомненно, должны входить по той же логике представители внутренней и заграничной чеченской миграции. Эта идея выявления такого, по существу мифического центра была для чекистских ищеек настолько соблазнительной, что за нее взялись со всей энергией и рвением Северокавказская ПП АГПУ под личным руководством Курского, потом застрелился на посту заместителя НКВД СССР Ежова, и Федотова, чеченский областной отдел АГПУ под руководством его начальника Крафта. Они так искусно и правдоподобно создали этот контрреволюционный националистический центр, что в его существовании поверили даже многие из чеченцев,
Но создан он был следующим образом. Целая сеть агентов имела задание взять под постоянное наблюдение следующих лиц из чеченцев, управляющего краевой конторой снабжения Севкавснаб, члена ВКПБ Магомеда Мациева. Во время гражданской войны Мациев, командующий Чеченской Красной Армией, но происходил из купеческой семьи. Юрисконсульта Чеченского областного исполнительного комитета Магомеда Абдулкадирова, беспартийный бывший царский чиновник, выдающийся юрист, инженера Ису Курбанова, заведующего учебной частью, и профессора по кафедре теоретической механики Грозненского нефтяного института Халида Батукаева. Этому профессору, блестяще окончившему МВТУ, было всего 25 лет. Его отца Ахмата Батукаева, партийный, как и сын, но бывший красный партизан, Эдиль Султана Беймурзаева, партийный бывший царский чиновник, его двух сыновей в возрасте одного 14 лет, другого 18 лет, Хадида Шамилева, начальника финансового отдела, беспартийный бывший белый офицер, Магомеда Сатаева, партийный работник, Юсуфа Чермоева, беспартийный сын бывшего нефтепромышленника, инженера Мустафа Домбаева, член комсомола. Некоторые агенты имели специальное задание сводить между собою вышеназванных лиц на квартирах друг у друга и организовывать приезды к ним подозрительных лиц из разных аулов. Даже больше. Некоторых из названных лиц, например, Мациева и инженера Курбанова, по официальному поручению заместителя начальника краевого НКВД посылали на мирные переговоры известному тогда руководителю антисоветского партизанского отряда Макалу Газгириеву с предложением от имени НКВД о добровольной явке Газгириева, гарантируя ему в этом случае сохранение жизни. Газгириев, хотя и был в прошлом большим другом Мациева и Курбанова, но предусмотрительно отказался воспользоваться великодушием ГПУ и советом бывших друзей. Как выяснилось потом, и эта поездка Мациева и Курбанова оказалась организованная Курским, чтобы обвинить их обоих в связях с руководителями бандитов. Одновременно ГПУ дал задание своим заграничным агентам установить слежку за горской эмиграцией, в частности за окружением Чермоева. Специально для этой цели был дважды командирован за границу бывший белый офицер Виса Харачоев, разумеется, под чужим именем. С кем встречался здесь и как вообще выполнял свои задания Харачоев, все еще неизвестно. Но зато точно известно, что из-за заграницы начали приходить письма из Стамбула, Парижа и Лондона, адресованные разным лицам из вышеперечисленной группы. Письма эти приходили в Грозный, столица Чечни, не на адрес прямых получателей, а на имя подставных лиц для передачи такому-то. Одним из таких подставных лиц в Грозном был ХМ был, в свою очередь, предупрежден ГПУ, что он будет получать заграничные письма для других, но что он обязан доставлять их немедленно в ГПУ. ХМ, конечно, под страхом ареста немедленно доставлял их туда. Письма были написаны Мациеву, Курбанову, Беймурзаеву и другим. Автором большинства писем был Топа Чермоев, который писал их то из Стамбула, то из Парижа и Лондона. Осенью 1932 года была арестована вся эта группа. Вслед за арестом этой группы были произведены массовые аресты по Гудермесскому и Ножеюртовскому районам. В общей сложности по этому делу Чеченского националистического центра было арестовано до 3000 человек. Арестованным было предъявлено обвинение в создании контрреволюционного националистического центра Чечни для подготовки и проведения вооруженного восстания. В связи с этим, выступая на краевой партийной конференции в 1934 году, секретарь Краевого комитета Евдокимов цитировал упомянутые письма миллионера Чермоева из-за границы чеченскому народу. Евдокимов рассказывал, что Чермоев призывал в этих письмах своих единомышленников подготовиться к всеобщему вооруженному восстанию чеченского народа, которое будет поддержано средствами и оружием западных держав, в первую очередь Англии. У чеченцев сказание о том, что англичане придут для освобождения Кавказа, настолько распространено и вкоренилось десятилетиями в сознание народа, что его вам расскажет любой чеченец со ссылкой на ряд своих выдающихся духовных авторитетов еще царского времени. Последний раз я слышал обоснование этого сказания из уст чеченцев при горячих спорах между ними в 1942 году летом.
Даем голову на отсечение, если придет Герман, придет только Инглс, и не с запада, а с востока, так доказывало большинство. И в те дни Герман стоял в 500 метрах от Чечни, на западном берегу Терека. Я не знаю происхождения этого сказания, но чекисты верили ему не меньше, чем сами сочинявшие его чеченцы. И поэтому каждый чеченский бандит и каждое национальное восстание заносилось заранее на конто Intelligence Service. Однако какая ирония судьбы, на протяжении 85 лет со времени Шамиля и царисты, и чекисты с одинаковым рвением обвиняли чеченцев в англофильстве, а на 86 году сослались за германофильство. Только сейчас, за границей, мы окончательно убедились, что версия о письмах Чермоева была ложью, а сами письма фальшивками ОГПУ. Но как раз эти письма и служили вещественными доказательствами против националистического центра. Почти все арестованные были осуждены через коллегию ГПУ. Из членов центра Абдулкадирова, Шамилев, Курбанов, Муцахаджи Сатаев, Бермурзаев были расстреляны. Другие получили по 10 лет. Сколько расстреляно рядовых установить невозможно. За раскрытие этого мнимого контрреволюционного националистического центра Чечни были награждены орденами Красного Знамени Курский, Федотов из Краевого АГПУ, Павлов, Крафт, Миркин, Васильев, Трегубов из Чеченского областного ОГПУ. Отныне восторжествовала теория, что бандитов надо искать в Чечне не только в горах и лесах, но и за столом ученого, в заводских цехах, в лабораториях, в кабинетах чиновников и даже в составе партийных комитетов. Это, пожалуй, и было началом конца самой Чечено-Ингушской республики. Былая слава героических чеченцев и храбрых ингушей, как льстиво выражался Чечерин во время своего приезда в Грозный, в глазах Москвы потухла. Там верили фантастическим сводкам чекистов, что чеченцы и ингуши только тем и заняты, что замышляют каждый день чуть ли не освободительный поход по всему Кавказу. Чтобы обосновать это свое утверждение, а главное доказать Москве бдительность и преданность, чекисты сами организовывали мнимые заговоры чеченцев и ингушей против советской власти или своей вызывающей провокационной политикой сознательно толкали их на вооруженное выступление против нее. Это входило и в карьеристские расчеты чекистов. Мы категорически утверждаем, что при всем том, что советская власть отказалась в конце концов от многих своих суверенных принципов по национальному вопросу, и при всей строгости советских законов и жестокости их применения, чеченцы и ингуши примирились бы со своей судьбой, если бы не вся эта преднамеренная, порой чудовищная система провокаций НКВД. Мы утверждаем также категорически, что в СССР нет ни одного маленького народа, с которым так легко можно было бы договориться и подчинить его власти, если оперировать его к рассудку, не оскорбляя его национальную честь, религиозное чувство и личное достоинство. Рыцарство, благородство, гостеприимство, честь и свободолюбие, почтение к старшим и верность дружбе и жертвенность для общего блага, храбрость в бою и скромность в общежитии и только один раз жестокая мстительность до бесчеловечности, если речь идет о вероломном враге. Вот черты кавказских горцев, о которых свидетельствуют и которыми вдохновлялись классики русской литературы для написания многих своих бессмертных творений Пушкин, Лермонтов, Толстой. Многими из этих качеств были наделены сами старые завоеватели горцев, русские князья и дворяне, но ни одним из них не были наделены новые, русские и интернациональные чекисты. Конфликт между чечено-ингушским народом и советской властью является в этом смысле конфликтом между совестью и бессовестностью, моралью и аморальностью между обычным правом чеченцев и советским правом чекистов. Возьмите самый безобидный пример. Рядовой русский человек злосчастную мать своего противника пропустит через все падежи при сочных прилагательных. В ответ на это он услышит такую же брань от своего противника, и этим дело кончается. Но чеченец, оскорбивший словом своего противника, должен обнажить кинжал для обороны. Ругань карается у чеченцев и ингушей смертью, так велит обычное право. Рану кинжалом залечит медик, но рану словом залечит лишь кинжал, так гласит чеченская поговорка. Все эти качества горцев были теперь объявлены буржуазно-националистическими предрассудками.
Им была объявлена в порядке коммунистического перевоспитания самая ожесточенная война. Но тут войну вели не столько устами пропагандистов, но пулями чекистов. Даже тот же знаменитый кинжал, исконная и неотъемлемая принадлежность кавказского национального костюма, был запрещен и объявлен вне закона, под строгую уголовную ответственность.